عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده كما تخرج حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه Муслим. Имам Муслим передает хадис, пусть Аллах милостив будет к имамам, которые собирали хадисы, от Усмана ибн Аффана, от зятя пророка, радаллаху анху, саллаллаху алейхи вассалям. Его называли Зун Нурайн, потому что пророк ему 2 дочерей своих отдал замуж. Он слышал от пророка следующие слова. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман тавадда фа ахсан аль-вудуа», кто совершит омовение наилучшим образом, старательно, то выходят из его тела грехи и оплошности даже из-под ногтей. Даже из-под ногтей. Но чуть позже мы, наверное, услышим тоже хадис, в котором говорит Расулуллах, алейхиссалям, что вместе с водой или с последней капли воды уходят грехи. Вода, это очень интересное творение Аллаха Субхану Тааля. Есть такой хадис, пророк, алейхиссалям, говорит: «Аувалю ма халяк Аллаху аль-калям». Первое, что Аллах создал, это был трость, карандаш. И он сказал ему: пиши. Он сказал, что писать. Аллах сказал: пиши все, что будет. Не образно говоря, под диктовку Всевышнего, карандаш или трость, все, что будет, написала, план, проект этой вселенной, и она сохраняется в сохраняемой скрижали, и доступ к ней никто не имеет без воли Аллаха Субхану Тааля. И пророк говорит, алейхиссалям: «Вакана аршуху аля ма». И в то время трон Аллаха находился на воде. То есть здесь еще есть разногласия среди ученых, что раньше создано, вода или карандаш. Вот такие вопросы задавали людям, ученым. Значит, вода — это одно из первейших творений Аллаха Субхану Тааля. Еще ничего не было, уже вода была. И вода имеет особенность с точки зрения физической, физиологии, растворять мусор, пыль, грязь. То есть вода — это самый лучший растворитель. И кроме физических нечистот, вода растворяет и духовные нечистоты. Когда мы совершаем грех, у нас, Аллаху алям, тело покрывается какой-то такой грязью. А когда мы берем омовение, эта вода с собой растворяет и уходит.